Сегодня утвердили Анну Дю на посту председателя Совета города. За нее отдали 20 из 23 возможных голосов. Напомним, пост стал вакантным после того, как его покинул Валерий Козлов. Сейчас он мэр города. Народные избранники также приняли целый ряд постановлений. Одно из них – размещение в Сыктывкаре наружной рекламы. Репортаж Елены Кононовой. Теперь рекламные баннеры в Сыктывкаре будут устанавливать по-новому. Дорога в исторический центр к громоздким конструкциям заказана. Нынче они будут стоять только на въездных магистралях. Щиты среднего формата переселят в так называемые буферную и периферийную зоны. Впрочем, навести порядок везде и сразу не получится. Потому новшества вводить будут поэтапно, в течение 3 лет. Рекламные конструкции, разрешения на которых нет, они должны быть демонтированы, закончились. На которых еще есть разрешение, то у них есть переходный период год. После этого года дается предписание на демонтаж этих рекламных конструкций. Затем, если они не будут демонтированы, то их будут демонтировать за счет уже бюджета республики, кроме рекламы. Повысится и стоимость размещения конструкций в среднем в 2,5 раза. Что же касается рекламы на фасадах зданий, то решать, что с ней делать, будет республика. С 1 января это ее полномочия. Власти региона уже занимаются разработкой новых правил размещения. Градоначальник уверен, нововведение преобразит город только в лучшую сторону. На сегодняшний момент мы разрабатываем другие нормативные акты, которые, в частности, предложим вам на обсуждение, ввести требования к внешнему виду вывеса, объявлений как торговых предприятий, так и информации на фасадах и стенах домов и другие нормативные акты, которые позволят сделать наш город чище, уютнее, аккуратнее. Большинством голосов депутаты городского совета повысили плату за размещение нестационарных палаток и аттракционов. Если раньше владелец фруктово-овощной точки платил за место 7 тысяч рублей в сезон, то теперь в 2 раза больше. Впрочем, сумма не такая большая. Плата за аренду участка на частной земле, например, составляет 3 тысячи в месяц. Это не будет относиться к договорам, которые уже заключены. Это будет относиться к новым договорам. Естественно, есть у нас гражданский кодекс, поэтому мы здесь будем с предпринимателями в рамках него работать. И, соответственно, это будет уже применяться цена для новых конкурсов, для новых договоров, для новых доп. Соглашений и так далее. Сегодня в городе есть 15 официальных мест для установки палаток с овощами и фруктами. На них договоры уже заключены. Но управление архитектуры ищет дополнительные места для летней торговли. Желающих очень много. Елена Кононова, Антон Вражищев, телеканал Юрган.